Антикризисная ипотека под 6,5% годовых заработала в России. Она касается только предложений на первичном рынке жилья комфорт-класса. В Башкортостане размер кредита не должен превышать 3 миллиона рублей. Обсудим новые возможности вместе с руководителем дирекции по развитию программы жилстройсбережений Евгением Декатовым. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, антикризисная ипотека 6,5% годовых. При каких условиях и кому ее выдают? И кто выступает оператором этой программы? Прежде всего надо сказать, что оператором программы выступают, с одной стороны, все банки для граждан, а для банков выступает Единый институт развития жилищного строительства Российской Федерации, это акционерное общество Дом РФ. Таким образом, граждане имеют взаимоотношения кредитные с банком, и для них ставка действительно 6,5% или ниже. Ряд банков уже объявили о том, что ставка ниже этого порога. Банки уже получают дополнительное финансирование из федерального бюджета через АО «Дом РФ». Могут участвовать в программе фактически все жители Российской Федерации, которые могут, так скажем, имеют возможность взять кредит, имеют 20% первоначальный взнос или выше, и, соответственно, могут воспользоваться этой программой до 1 ноября этого года. То есть оформить кредитный договор надо до этого срока. Ну и возраст от 18 до 65 лет. Это стандартный возраст для заемщиков. Для заемщиков фактически, да, в нашей стране. Мы знаем, что по регионам есть разные суммы размера кредита допустимые. Да? В Башкортостане это 3 миллиона, для сравнения в Москве там 8 миллионов, в Санкт-Петербурге 8 миллионов. Вот что означает вот этот показатель размер кредита? То есть на что может рассчитывать заемщик? Он может рассчитывать на максимальную сумму кредита. На самом деле большинство регионов действительно ограничено вот этой суммой 3 миллиона рублей. Но если у гражданина есть больший первоначальный взнос, чем 20%, да, то есть он может претендовать уже на гораздо больше, приобретение гораздо большей стоимости квартиры, большей площади, большей стоимости, только добавляя свои денежные средства. 3 миллиона – это вот лимит кредита. Ну, средневзвешенная ставка по ипотеке сейчас какая она, да? И вот 6,5% на уровне и в сравнении с ней, то насколько это выгодно? Это, безусловно, выгодно, потому что если к концу года 2019 года ставка приблизилась к 10% годовых, она снова начала расти, средневзвешенная ставка. Сегодня она порядка 9% годовых, значит, вот на текущие даты. Но 6,5% вы сами видите, при долгосрочном кредитовании это очень существенный размер. И, в принципе, вот на эту разницу федеральный бюджет фактически и субсидирует банки для того, чтобы обеспечить такую ставку для конечных потребителей, для граждан. Что происходит на рынке строительства жилья здесь у нас в Башкортостане, и много ли предложений вот именно по комфорт-классу, потому что оговорка такая по программе? Вы знаете, безусловно, мы можем сравнивать эту ситуацию, которая пока только начинает развиваться, с началом 2015 года, когда тоже были достаточно беспрецедентные меры поддержки со стороны федерального бюджета и установили ставку 12% годовых, в то время, когда к 20 уже подбиралась рыночная ипотечная ставка. Безусловно, это поддержало как платежеспособный спрос граждан, так и строительство жилья, то есть застройщиков, потому что в этот раз, опять же, программа ориентирована исключительно на первичный рынок, на строящееся или вновь построенное жилье. Соответственно, можно ожидать оживления рынка, и мы видим уже, и общаясь с нашими коллегами из банков, участников, банки в заявительном порядке обращаются в акционерное общество Дом РФ и запрашивают лимиты, то есть предлагают те лимиты, которые, значит, они готовы освоить. Да, безусловно, есть лимит по всей программе 740 миллиардов рублей на всю страну. Если посмотреть долю нашей республики в общем объеме количества выдаваемых кредитов, мы где-то можем рассчитывать на 12 тысяч или около того кредитов по этой программе. Банки уже сотни заявок, многие банки собрали, то есть достаточно спрос высокий со стороны граждан. Ставка действительно, можно сказать, впервые такая низкая, да, когда она без всяких дополнительных программ со стороны для отдельных категорий граждан со стороны бюджета, для всех 6,5, и будет пользоваться спросом. Я уверен, что наша республика вот этот лимит будет выбирать. А есть ли понимание, насколько произошел рост? Ну, вы знаете, мы рост увидим только, конечно, в статистике. Не надо забывать, что программа объявлена только в апреле, да, то есть и многие банки только с начала мая начали собирать заявки. Ну и там еще совпали на выходные? Безусловно, и выходные, да, то есть когда отдыхают и банки, и граждане. И, соответственно, мы сейчас говорим только о том, что у нас
многие банки-участники, которые участвуют, заявились в этой программе, собирают сотнями заявки. То есть мы уже можем говорить, наверное, о нескольких тысячах заявок, но не все заявки одабриваются, к сожалению, несмотря на низкую ставку. Есть и ведь и другие требования, да, то есть это и кредитная история, это и платежеспособность с точки зрения текущих доходов. Не все заявки, к сожалению, одабриваются банками. И на выходе мы будем получать, я думаю, вот тот объем кредитов до 1 ноября, про который я сказал, это порядка 12 тысяч. Чтобы можно было сравнить, в прошлом году у нас было выдано всего кредитов в республике, и первичный, и вторичный рынок, и даже рефинансирование в эту статистику входит, порядка 46 тысяч штук кредитов. А к 2018 году? К 2018 году произошло снижение, где-то порядка 14-15% количества. Это общая федеральная тенденция и тенденция в нашей республике. Количество кредитов, оно снижается, оно продолжает снижаться, количество кредитов. Поэтому, если сумма, объем выданных кредитов даже начал немножко подрастать в этом году, это связано с ростом самой суммы кредита. Да? То есть, если раньше у нас год назад кредит был где-то 1 700 000 700 средний, то сейчас он приблизился к 2 миллионам, это средняя размер кредита в республике. Так вот, на 46 тысяч мы видим, что 12, это четверть, это очень приличный объем и заметно скажется на восстановлении рынка ипотечного кредитования в количественном и, естественно, в суммовом выражении. Ну и на том, что наши застройщики получат дополнительный платежеспособный спрос на свои объекты, безусловно. Евгений Александрович, жилье комфорт-класса, что это за жилье и какова доля его здесь у нас вот на первичном рынке? Ну, вы знаете, на самом деле, вот то ограничение, которое в 3 миллиона в первоначальных редакциях нормативно-правового акта федерального звучало как стоимость жилья. Поскольку сегодня снята вот эта ограничительная планка и только размер кредита ограничен, то фактически мы можем говорить и о приобретении большего жилья, то, о чем я сказал, сумма первоначального взноса есть больше, чем 20%. То есть не на 3 600, 3 700 рассчитывать сумму кредита, а там и на 8, на стоимость квартиры, а и на 8 миллионов и больше. Но мы понимаем, что большинство наших граждан не имеет таких первоначальных взносов, поэтому речь идет о приобретении жилья вот для нашего региона в размере 4 миллионов рублей, но мы сами можем представить, что для Уфы это, ну, наверное, двухкомнатная квартира. Да? Вот. Для районов, городов республики это, конечно, жилье большей площади. То есть на самом деле таких ограничений по факту нет. То есть есть только сумма кредита. Программа жилстройсбережения, что происходит сейчас с ней? Не ниже ли вот этой вот антикризисной ипотеки там ипотечные ставки? Очень хороший вопрос. Да, наша программа жилстройсбережения предусматривает ставки от 5,5 до 7% годовых. Это как раз вот этот самый диапазон. Вот. Для людей, которые участвуют в программе, не только процентная ставка имеет значение, а и накопление первоначального взноса, потому что с учетом бюджетной поддержки получается высокая эффективная ставка на периоде накопления, то есть до 20% годовых и даже чуть выше она может достигать, если, так скажем, накапливать ритмично, получать бюджетную премию и так далее, и так далее. Но мы понимаем, что программа жилстройсбережения – это республиканский пилотный проект, который достаточно гибкий и на сегодняшний день подготовлены и внесены в правительство, Государственный комитет по строительству Республики Башкортостан проект изменений в программу жилстройсбережения, в том числе как раз и предусматривающие ее сочетание с федеральными программами, в частности с программой 6,5%, так называемой. Да. Проект предусматривает разрешение участникам не завершать накопление полностью, выйти из программы, сохранив бюджетные премии, которые они получили на вклад, и воспользоваться федеральной программой, получив примерно ту же самую ставку 6,5% годовых в банке участники, но дополнительно в течение года получать из бюджета поддержку, субсидирование процентной ставки частичной в размере 3000 рублей в месяц. На сегодняшний день эти предложения уже внесены в правительство республики. Ну, корректировка такая в связи с коронавирусом. Вы знаете, все меры, которые принимают сегодня и федеральное правительство, и республиканское правительство, это те ответы на вызовы, которые складываются вот в ситуации мировой пандемии коронавируса. Наверное, вы знаете, что республика приняла решение по кредитам, выданным с 1 января 2018 года по 1 апреля 2020 года, по всем, без исключения, ипотечным кредитам и на первичном и вторичном рынке, гасить для отдельных категорий граждан 3%
процентных пункта в течение года, до конца этого года. То есть это тем, кто получил уже, оформил кредиты и сейчас находится в том периоде, когда надо помочь гражданам. Меры 6,5% федеральные, те меры, о которых я сказал, жилстройсбережения, это стимулирование спроса. Это дополнительные усилия, которые, с одной стороны, помогают гражданам в этой ситуации не отказаться от покупки жилья, несмотря на ухудшающуюся, может быть, там нестабильную экономическую ситуацию, а с другой стороны, безусловно, поддержать наш строительный сектор. То есть этот самый платежеспособный спрос направить именно на первичный рынок. Но мы знаем, что к 2024 году стояли очень амбициозные цели по объемам строительства жилья. Будут ли они скорректированы, как вы считаете? Вообще, какие ожидания? Ну, вы знаете, никто команды корректировать цели, поставленные президентом в своем майском указе, не давал. Безусловно, каждый регион, и наше не исключение, прикладывает все усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию на строительном рынке. Меры поддержки предпринимаются в целом в рамках поддержки экономики в целом и в том числе в ряде отраслей. Буквально на днях был анонсирован проект второго пакета мер поддержки экономики Республики Башкортостан в правительстве республики. Туда также входит мера поддержки строительного сектора, но как раз через стимулирование спроса. Потому что если мы поддержим наших граждан, в том числе и эти предложения по жилстройсбережениям туда входят, в второй пакет мер, в проект его. Если мы поддержим наших граждан, то мы сразу решим две задачи. И граждане смогут приобрести жилье, и строительный сектор не снизит темпы строительства, темпа ввода жилья. И если коротко, Евгений Александрович, нашим телезрителям рекомендации, какое жилье сейчас все-таки покупать? На что ориентироваться? Покупайте, приобретать то жилье, которое вам нужно. Я не рекомендую, всегда об этом говорю, приобретать жилье в такие сложные периоды времени, как инвестиционные, как вложение денег. А в том случае, если оно вам действительно нужно, в том случае, если вы рассчитали все свои возможности, готовы с теми мерами поддержки, которые сейчас анонсированы и уже действуют, готовы обслуживать этот кредит, безусловно, не надо ничего ждать, надо действовать, потому что рынок непредсказуем, могут быть разные изменения, но те меры поддержки, они имеют свой кратковременный период, и ими надо воспользоваться. Спасибо, Евгений Александрович. Я напомню, что вместе с нами был руководитель дирекции по развитию программы жилстройсбережения Евгений Дикатов, и мы обсуждали антикризисные ипотечные предложения.